Я представляю управление природных ресурсов администрации города и немножечко так сжато расскажу о состоянии окружающей среды в городе Ижевске по материалам доклада об экологической обстановке города Ижевска за 2013 год, который скоро уже сейчас на печати и будет распространен в библиотеке города, можете попользоваться им, и также будет на сайте администрации города. Так, реализация природоохранных полномочий органов местного самоуправления направлена на сохранение и восстановление окружающей природной среды, благоприятной для проживания населения, и достигается за счет организации мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа, организации сбора и вывоза, утилизации, переработки бытовых и промышленных отходов, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений, организации и осуществления мероприятий по защите населения на территории города от чрезвычайных ситуаций и природного и техногенного характера, и организации мероприятий по экологическому просвещению и информированию населения. Задачи охраны окружающей среды достигаются также в процессе решения органами местного самоуправления земельных и градостроительных вопросов. С точки зрения влияния на экологическую обстановку, наиболее значимые из числа включенных в муниципальную компетенцию являются вопросы обращения с отходами и охраны воспроизводства зеленых насаждений. Деятельность в этой сфере на территории города Ижевска определена следующими муниципальными правовыми актами. Это правила благоустройства города Ижевска, утвержденные решением Гордумы. Здесь я предоставила такие брошюрки в библиотеку. Если у кого-то будет желание, вы можете к нам прийти, мы вам еще и дадим, кому-то разошлете. Эта брошюрка очень доступная для граждан города. Она цветная, в общем, очень удобная. Пожалуйста, возьмите, пожалуйста. Вот, мы работаем теперь по этим правилам, номер 308. Также работаем по порядку вырубки деревьев и кустарников на территории города Ижевска и по стандарту муниципальной услуги организации благоустройства и озеленения территории городского округа. Одним из важнейших критериев оценки экологической обстановки на территории города является состояние зеленого фонда. Площадь зеленых насаждений города без учета городских лесов составляет 2500 гектаров, из которых около 70 приходится на озелененные территории организованного пользования и специального назначения. Сюда включаются территории предприятий, организаций, учреждений, придомовые территории, санитарно-защитные зоны и другие. Так, в настоящее время работы по содержанию и воспроизводству зеленых насаждений проводятся в основном на территориях общего пользования в рамках муниципального заказа, в объеме финансирования средств, предусмотренных бюджетом города, и за счет компенсационных мероприятий, предусмотренных порядком 199, основанного на системе возмещения ущерба окружающей среде при вырубке зеленых насаждений. Возмещение происходит либо в денежном выражении, либо в натуральной форме посадками. Объем финансирования по основному комплексу работ по содержанию зеленых насаждений растет. В 2013 году освоено более 50 миллионов рублей, что в 3 раза больше аналогичных бюджетных ассигнований, если сравнить с 2009 годом. В рамках экологических акций, проведенных при организационно-технической поддержке администрации города, в 2013 году было высажено 280 деревьев на территории парка имени Кирова. Это была акция, вот как раз в рамках акции Дни защиты и года охраны окружающей среды. Участвовали в этом Ижевский радиозавод, партия «Единая Россия», открытое акционерное общество «Ижица». 111 деревьев было высажено на аллее Добра по улицам Автозаводская и Сабурова. Участниками явились движение «Эко», «Креативный капитал», население района. 196 деревьев на территории Рушкинского дендропарка. Участниками явились Русское географическое общество, Удмуртский государственный университет. Летний сад имени Горького в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий на территории парка имени Кирова произвели посадку 1665 деревьев. Вы как знаете, что парк наш умирает, произошло повальное засыхание бойных деревьев, ели. И поэтому была срочно вырублена часть деревьев, и теперь идет подсадка. Подсадка также продолжается и в этом году. И вот по данным этого года, в мае месяце, могу сказать, кто участники, очень приятно, это
Значит, в парке Кирова высадили деревья, сосна 100 штук, высадили УАО «Роснефть», Роспотребнадзор, 100 лиственниц посадили. МРСК центра и Поволжье Удмуртэнерго тоже высадили сосны в парке Кирова. Многие организации, такие как вот ООО «БАХ», ООО «ЛИО», высадили деревья на территории Республиканского клинического онкологического центра. Также в этом году, согласно постановлению администрации города Ижевска о проведении двухмесячника по городу Ижевску, каждая администрация города должна была посадить по 200 деревьев в своем районе, администрация в своем районе. Деревья были посажены, вот вы, наверное, видели Первомайский район, улица Коммунара, по улице Удмуртской деревья посажены, потом, по какой еще сейчас скажу, по улице Липнихта, Пушкинская, по Майской улице деревья посажены, можете посмотреть. Ну, еще у меня много информации, все просто времени нет говорить, где произведены посадки. Также посадки у нас еще планируются в сентябре месяце, в октябре-сентябре, когда будет прохладно. Желающие садить есть, особенно у нас желающие со стороны центров детского творчества, например, Ленинский район, они желают озеленить. Потом есть граждане очень активные. Так что вот как бы радует желание населения озеленить город. Что? Деревья. А вот деревья нужно покупать в питомнике, потому что дерево, которое выросло в дикой среде, где-то там на поле самосевом, оно очень трудно приживется в нашей загазованной, вот, плюс сажают закрытой системой еще. Ну вот, и еще хочу сказать, что вот многие, как бы, в планах информации, наш парк зеленых насаждений, он устаревает, ему более 60 лет. В течение вот 5-6 лет было вырублено очень много зеленых насаждений аварийного состояния. Это наклоненные деревья, гнилые, с какими-то заболеваниями. И поэтому это ведется вырубка не потому, что там вот такое варварское отношение, а это просто идет оздоровление. Выбираем плохие и подсаживают хорошие деревья. Вот призыв к вам, ко всем, кто вас окружает, не губите саженцы. Очень много фактов вандализма. Стоят саженцы, отламывают им головку вот сверху, прям вровень вот так вот. Как-то будьте тоже охранниками по городу, смотрите на посадки. Ну вот еще одна проблема безопасного, у нас есть проблема с отходами. Безопасное обращение с отходами продолжает оставаться нерешенной и, в принципе, наиболее актуальной из всего многообразия проблем, связанных с охраной окружающей среды в городе. Причины неэффективного решения проблемы таковы. Первое – это отмена муниципального экологического контроля. Практически лишила администрации муниципальных образований реальных рычагов управления по исполнению своих полномочий и обязанностей, определенных действующими законами по сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов. Это невозможность обеспечения полноценного государственного экологического контроля из-за недостаточного количества инспекторов и, соответственно, неполном охвате контролем объектов антропогенного и техногенного воздействия. Только на территории муниципального образования города Ижевск зарегистрировано более 20 тысяч хозяйствующих субъектов. И создается парадоксальная ситуация. В соответствии с действующим законодательством сфера обращения с промышленными отходами относится к компетенции федеральных и региональных органов государственной власти и самих хозяйствующих субъектов. Однако, поскольку предприятие находится на территории конкретных муниципальных образований, то ответственность за санитарно-экологическое состояние, проблемы, связанные с движением отходов, приходится решать местным властям. И при этом практически отсутствует производственный контроль за вывозом предприятиями своих отходов, что приводит к возникновению несанкционированных свалок в городе. Несовершенство действующего законодательства в части отсутствия рычагов воздействия на население, проживающего в частном секторе, побуждающих заключать договор на вывоз отходов. Это является основной причиной загрязнения городской территории. Около 90% выявленных несанкционированных свалок в черте города Ижевска расположены на территории индивидуальной жилой застройки. Вот чтобы понятно было, кто не живет в жилой застройке, нужно заключать договор, чтобы эти средства пошли на оплату машины, которая вывозит. Не все это делают. Не все. Просто не хотят, потому что нет такого закона, чтобы мы их принуждали. Вот это проблема.
Администрация города совместно с Министерством природных ресурсов Удмуртской республики в течение ряда лет теперь проводят совместные комиссии по выявлению несанкционированных свалок, составляется реестр свалок. И результатом этой работы является положительная динамика выявленных и ликвидированных свалок на землях общего пользования. Так, например, в 2010 году было выявлено 472 свалки, в 2011 году 275, а в 2013 уже 238 свалок. Все эти свалки поставлены на учет, в течение летнего периода они ликвидируются. В этом году уже такие выездные комиссии были, и на данный день вот уже ликвидировано 10 свалок в 3 районах города. Работы продолжаются. На это дело выделяются средства из бюджета города Ижевска, выделяются они в администрации районов, и работы проводятся планомерно. В Ижевске, ну вот еще, в городе Ижевске отсутствует селективный сбор твердых бытовых отходов. Эта проблема везде в России у нас есть, как в России, так и здесь. Всем известно, что почти половина отходов составляют такие отходы, которые можно бы вторично использовать. Но так как нет сбора, они пропадают у нас на свалках, захламляют свалку, повышают объем этих свалок. Поэтому вот в городе Ижевске начал работать мусорно-сортировочный комплекс, который расположен на площадке ОАО «Спецавтохозяйство». Это где? Это на Карла Маркса, там, как бы, вот ЖД есть линия, Воткинская ЖД на Карла Маркса, вот туда вот, там есть такой мусоросортировочный, как сказать, предприятие или завод, там работают люди, привлекают работать людей без которые без определенного места жительства, они там получают довольно-таки приличную зарплату. И вот проводится сортировка мусора. Да. И значит, вот по результатам, сейчас скажу, проведенного мониторинга движения отходов, производства и потребления на территории муниципального образования города в 2013 году установлено увеличение объема вовлеченных в хозяйственный оборот для вторичного использования бытовых отходов на 15,7 тысяч тонн, больше по сравнению с прошлым годом. То есть работа ведется. Я хочу прежде всего сказать об американском клене. Американский клен в Удмуртии появился относительно недавно. Он появился до революции, причем привезли американский клен учащиеся, ученицы, как мы называем, семинаристы, гимназистки, которые учились в институте благородных девиц Петербурга. Стали высаживать американский клен уже целенаправленно, примерно в 1941 году, вначале в городе Саратове, а затем уже в Ижевске. Наш механический завод прославился тем, что очень хорошо озеленил территорию своего завода. И все те клады, и все те дома, где живут рабочие этого завода. Генеральным директором в то время был Алладин. Он получил за то, что он облагородил завод и территорию завода, получил за это даже Ленинскую премию. Алладин его фамилия. И действительно сейчас, когда с высоты смотришь, там все красиво, там все хорошо, геометрически правильно размещено. А в отношении к тополям и американскому клену. Тополя начали рассаживать тогда, когда стали строить дамбу на полотине Ижевского поля. Это примерно 250 с лишним лет тому назад. Почему тополя? Потому что тополя развивают мощную корневую систему, они укрепляют дамбу. Первое и второе, они быстро разрастаются. Словом, и красиво, и как бы и хорошо. Но дело в том, что тополя живут недолго, и они легко ломаются. И поэтому постоянно нужно пересаживать, старые убирать и новые сажать. Вот эти тополя, которые сейчас растут, они, наверное, уже 7-е поколение. Через каждые 30-40 лет их надо обновлять. Иначе может быть катастрофа. Между прочим, очень сильно страдает американский клен. Но и нельзя отмахиваться от чего-то. Так просто, как и от тополей, так и от американского клена. Во-первых, если бы американский клен полностью вырубили, и тополя вырубили, у нас бы процент озелененности в Удмуртии и в городе Ижевске, процентов был порядка 5-6.
вся вот основная масса заменительных вот этих растений приходится на американский клен и тополя. Но американские клены бывают разные. Есть форма деревьев и форма кустарника. Так вот как раз форма кустарников – это сорная форма. А вот форма деревьев, она вообще-то говоря симпатична. В общем, ассортимент у нас возделанных растений в городе достаточно богатый, более 250 видов. Что я рассказываю, у нас есть очень крупные специалисты. У нас есть профессор Бухарина Елена Венеровна. Она работает у нас в университете, она моя ученица, она доктор наук. Именно он изучал и защитил докторскую диссертацию по проблемам озеленения города Ижевска. Но ее данными, ее способностями, ее возможностями пока еще наш город и наша республика не пользуются. Несмотря на то, что изучала этот вопрос, изучала на этот вопрос и в Финляндии, и в Эстонии, в Америке 6 месяцев тому она была на стажировке, в Германии ездила 2 раза, в Израиль ездила, представляете, она располагала великими данными. Но мы уже и представляли ее. Если у нас партия «Единая Россия» возглавляет как раз исполняющий обязанности главы администрации Соловьев, и вот в рамках этой партии, деятельности этой партии создана специальная, не то что как бы программа, как экология энергии, и привлекает к решению этой программы ученых и вообще всех тех людей, которые понимают проблему экологии. Мало того, недавно относительно провели круглый стол по разработке и по обсуждению некоторых современных технологий работы с населением. Это связано с тем, что какие бы проблемы ни ставили, какие бы проблемы ни решали, без человека, без людей проблемы не решить. Особенно проблема охраны природы. Правильно было сказано о том, что мусор это для нас по-настоящему не просто экологическое, но даже уже социальное зло. Это педагогическое зло, любое зло. Когда ребенок видит грязь и неухоженность, как говорят о том, что у него происходит так называемый импринтинг. Какое-то английское слово импринтинг означает, запоминает ребенок, что вот это такие, он такой, там, где он живет, местность вот такая. И он уже воспринимает замусоренный участок, вот замусоренный вид, как словно это правило. И уже его совершенно не возмущает, когда он видит в других местах такую же картину. Для него кажется, что эта картина типична. А вот эта картина должна быть иная. И когда наши бывают, и дети, и взрослые бывают за рубежом, прежде всего бросается в глаза теперь не то, что там как красивое здание, там монументальное здание, такие архитектурные сооружения, а прежде всего чистота. У нас этой чистоты нет. Город Ижевск в этом отношении очень сильно страдает. Вот мы со студентами ходим по Ижевску, обошли уже весь Ижевск нынче. И начиная с ранней весны, сейчас уже как бы немножко лучше, но это лучше, потому что трава выросла. И мусор остался, оказался в траве. Сейчас его еще не видно. А осень наступит, весна наступит, мы опять увидим очень страшную картину. И вот борьба с мусором – это одна из самых важнейших проблем. И то, что говорим о том, что вода, воздух, да, действительно, и вода уж не такая грязная и страшная, как пугает нас. И вода Ижевска туда, трудно. Вот поставишь фильтр и так далее, но вода Ижевска туда гораздо экологичнее, чем, скажем, вода, которая поступает из камня. Почему? Потому что химических веществ таких меньше. И мягче вода, биологически она более меньше. Но, с другой стороны, надо отметить четко и ясно, что то, что у нас относительно спокойно в целом в Удмуртии, и в городах Удмуртии, и в том числе в Ижевске, не потому что мы уж так умеем заботиться о природе, это не наш вклад в экологию, а это просто-напросто то, что вклад нашего безобразия. Это то, что завод, предприятия не работают. У нас столько много предприятий уже бездействует, причем мощные предприятия. Ижмаш работало 76 тысяч рабочих в Ижмаше. Это было самое крупное производственное объединение в нашей России. А сейчас от Ижмаша остались крошки до ножки. Вот сейчас говорим про Ижсталь. Да, действительно, передовые, так сказать, технологии применяются в Ижстале. И надо сказать в этом отношении, и город, и республика довольно активны, министерство тоже активно. Они постоянно говорят и в одном направлении действуют. Но тем не менее, Ижмаш уже, Ижсталь уже далеко не был. Из 30 тысяч рабочих осталось всего там 5-6 тысяч. Уже нет. Представляете?
И работает Ишталь на то, что вырабатывали более 300 сортов стали. Там были такие сорта стали, что 1 килограмм стали стоил 5 раз больше, чем килограмм золота. А сейчас это нет. А сейчас только делают сырье, которое отправляется за рубеж. Получает валюту. Ну, для небольшого количества рабочих это, видимо, хватает. Но, конечно, проблем очень много, и мы считаем о том, что им полагаем. Мы, наверное, знаем, согласны с тем мнением о том, что теперь-то Россия открыла свои глаза. Это, в принципе, событие на Украине. Теперь уже рассчитывать на Запад нельзя, на Америку нельзя. Теперь надо самим разрабатывать. И теперь начинаем думать, надо мотоциклетное производство опять возобновить и там и так далее. Предприятие опять надо снова заново создавать, надо развивать. Это значит, вместе с развитием производства необходимо развивать и экологическое дело, экологию. Потому что чем больше предприятий, тем больше загрязненность. Мы готовы ли вообще нейтрализовать вот это развитие. Но пока еще развития нет, поэтому нас это не так сильно касается. Так что проблема экологии очень важна. А проблема воспитания и образования, мы говорим, какая-то ерундовая проблема. Из детских садиков давайте воспитывать образование. Да надо сказать, что эти руководители промышленных предприятий, они по экологии могут прочитать настолько хорошие лекции и так хорошо понимают, но они тем не менее не заботятся. Не заботятся на том простом основании, рабочим надо платить, нужны деньги, денег не хватает, представляете? А если, скажем, соблюдать экологические требования, сколько надо вкладывать денег? Огромное количество. Ну, плюс еще надо немножко менять и стратегию, подход. Вот, например, Ижевский пруд. Ижевский пруд у нас, в общем-то говоря, я дореволюционную литературу читал по Ижевскому пруду. Это очень интересная литература. Пруд был иным немножко, чем в настоящее время. Но и там шла постоянная борьба. 12 тысяч лодок было до революции на Ижевском пруду. Каждый горожанин имел участок водной поверхности, на этом участке он выращивал огурцы, помидоры и так далее, потому что создавал островки такие плавающие, завозил землю и выращивал эти самые культуры. Корни в воде, а наземная часть в воздухе. Солнце достаточно. Отдыхали. Вот не так отдыхали, как в настоящее время. Сад огородов, там дач пока не было. В 1876, по-моему, году было организовано 4 дачи. 4 дачи. Все обладатели этих дач, все были люди с нерусской фамилией. Представляете? И было предписание, что ни один дом не должен быть построен на расстоянии ближе, чем 4 километра от берега. А у нас 18 садово-огородных участков и различных дачных участков находятся на берегу Ижевского пруда. И это все начиная с 1980-х годов. Абсолютный беспредел. А почему? Потому что идет недооценка. И вот сейчас, вот, когда берег обустроили вот красиво, немножко стали напоминать в этом отношении, как говорят, Ниццу, но дело ведь в том, что это, вообще-то говоря, трогать нельзя. Существует закон. Закон об охране природы, закон кодекс, водный кодекс. И там существуют какие-то определенные нормативы, что такое водоем, как Ижевский пруд, там на расстоянии, по-моему, 2 километров или сколько-то километров нельзя трогать природную составляющую экосистемы. Но, с другой стороны, я вот был на съезде по охране природы, вот в этом году мы тоже были. Я читал один документ, у меня где-то этот документ есть, где указано, что надо поражаться ловкостью, умению города Ижевска, администрации города Ижевска, которая смогла создать такую законодательную базу, законодательную местную, а потом вышли в Москву с этой законодательной базой, которая позволила использовать природные ресурсы внутри города и в черте города своих интересов. И в связи с этим рубка леса осуществляется уже на законных основаниях. Мало ли что там говорят, там плакаты, пикеты, у нас, правда, этого нет. Шумят, пишут, но дело в том, что закон на стороне администрации, они так ловко сделали, и поэтому оказывается о том, что другие города теперь тщательно изучают опыт Ижевска, как можно наступать на природную среду в черте города.
Я работаю в техникуме строительных технологий, это бывшее 6-е училище, преподавателем химии и биологии, и работаю в Удмуртском государственном университете на кафедре экологического права старшим преподавателем, где веду два предмета – международное право окружающей среды и правовое обеспечение экологической безопасности. Я начну, как я работаю и вообще, значит, в чем заключается наша работа. Я организовала в нашем техникуме группу «Экопрофтех». Альтруизм, только моя инициатива, никакой оплаты, я работаю. Цель нашей деятельности, нашей группы, мы информируем как можно больше населения о правах в сфере экологической деятельности, участвуем в экологических проектах, акциях, форумах, движениях, семинарах, поднимаем экологическую культуру нашего населения путем рекомендаций, общения, выступлениями своими, ну и осваиваем и применяем юридические механизмы защиты экологических прав граждан. Я сейчас расскажу, каким образом мы это делаем. Наша вот такая эмблема, мы ее взяли с интернета, но нам очень нравится, группа «Экопрофтех» мы ее подписали. Следующий слайд. Наша группа была основана в 2009 году. Мы участвуем во всех экологических проектах, акциях с ребятами. Совершенно не настаиваю, что будем там участвовать или где-то. Ребята сами подхватывают любые организаторские мои вот такие направления, приветствия и так далее. Следующий слайд. Участвовали в белом фестивале нынче. Наши строители построили такую печку из снега на улице. Радостно, красиво. Наш девиз – не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. На сегодняшний день, мне бы хотелось похвастаться, наша группа составляет 30 участников, 30 активистов и занимается проблемами экологии и здоровья. Следующий. Вот, например, мы участвовали в экологической республиканской конференции, где ребята сами сняли сценарий, взяли интервью на улицах города, в нашем учебном заведении, как влияют генетически модифицированные продукты на организм человека. Было очень интересно. Сценарий, так как был создан самими ребятами, само интервью было очень смешное, интересно. Кто-то знает, кто-то не знает. Люди отвечали по-разному. Следующий. И вот наша работа, наш проект, такой большой проект с точки зрения химии, биологии, экологии и права вышел в журнале московском. Журнал назывался «1 сентября. Химия». Ну вот с этим проектом мы выступаем на республиканской конференции. Мы заняли первое место, мы очень гордимся этим. Следующий слайд. Мы участвовали в Москве в конкурсе «Моя законотворческая инициатива» с работой права каждого человека на благоприятную окружающую среду, где наш учащийся ученик Валов Дмитрий стал призером. Он занял 3-е место с этой работой. Мы очень горды этим. Следующий. Ну вот, после окончания биолого-химического факультета я не устаю на уроках говорить, играть, работать о нездоровом питании. Это всегда на моих уроках. Вот, ниточка проходит, независимо от того, какую химию мы проходим, общую, органику, неорганику и так далее. Следующий. Провожу учебу для Института усовершенствования учителей. Например, вот этот урок у меня назывался «Экологическая безопасность пищевых продуктов». Вот интересная коллекция. У нас ребята продолжают ее, работают с вторая жизнь пластиковому хламу. Из канистр изготавливают изделия, которые можно применять на стройплощадках. У нас целая коллекция, мы готовы ее показать, если вы к нам придете, очень интересные изделия. В этом году студент занял 1-е место на Олимпиаде по технике и изобретательству, и ему дали сертификат для поступления в ЖГТУ без экзамена. Сам Якимович подписал этот сертификат, мы тоже очень гордимся этим. Вот. Мы очень дружим с нашим зоопарком, зоологическим парком Удмуртии, и вот в защите проекта, то, что не хватает там федерального закона о защите зоопарков, образовании деятелей зоологического парка, мы выступили на молодежном форуме ЮНЕКО в Москве, где ученик, студент наш стал призером, он занял 2-е место с докладом. Можно следующий слайд? Следующий. В прикладной экологии секции, где мы продвинули федеральный закон. Я немножко попозже о нем скажу. Вот наша публикация вышла вот в этой красивой книжке. Мы очень дружим с директором зоопарка Малышевой Светланой Анатольевной. Ребята очень любят ходить в зоопарк, очень дружны, фотографируют. Следующий слайд.
Выступаем в экологических конференциях. Вот как раз студентка Галагерманская Екатерина, следующий, вот немножко я сбилась. Значит, мы проводили эксперимент в городе Ижевске, где исследовали наши порошки, синтетические моющие средства. И, знаете, мы выявили, что Ижевск завален фосфатными порошками, и у нас очень много фальшивых порошков. Потом мы исследовали механизм возврата этих синтетических моющих средств. У нас в городе Ижевске нет вообще экологических порошков, что очень грустно нам стало от этого. Мы очень много нашли фальшивок, честно говоря. Я не буду сейчас говорить название, да, но сделали вывод для себя такой, что мы с Татарстана будем покупать порошки Дэни, Зифа, они еще ничего. Остальные почему-то нас обманывают. Мы провели химические эксперименты от начала до конца, и вот механизм возврата очень сложен, оказывается, вернуть эти порошки в наши магазины. Они нам не верят. А можно к вам на анализ Можно. принести? Можно. Мы вам расскажем, как это сделать, как это проделать. Следующий слайд. Вот как раз мы выступаем на этой конференции «Экологическая безопасность синтетических моющих средств, их влияние на организм человека, а также механизмы защиты своих прав от подделок». То есть здесь юридические механизмы мы применяли. Стали призерами экологии и техносферы. Следующий слайд. Ну вот я похвастаюсь, что мы участвовали в викторине по химии, всероссийский конкурс, заняли первое место. Ассоциация развития города нас поблагодарила за то, что мы участвовали, чистили речку Подборенку. Следующий. Мы участвуем в конкурсах городских, 12 рецептов доктора. Ребята с вдохновением очень участвуют в таких мероприятиях, им очень нравится. Следующий. Информируем население о проблемах экологии прямо на улице, разговариваем, беседуем, говорим, выходим с акциями. Участвуем в республиканских конкурсах «Ученик года» 2013. Здесь вот мы тоже заняли группой поддержки первое место. Все мои ребята. Вот данная студентка выступила в Москве, выступила она на 5-летие зоопарка Удмуртии с федеральным законом, который регулировал бы куплю-продажу животных в нашем зоопарке. То есть этот закон не отрегулирован. То есть родившиеся животные в неволе не могут по закону продаваться, честно говоря. Да? Должен быть какой-то закон. Вот этого закона у нас нет, к сожалению. Следующий. Вот как раз об этом я сейчас сказала. Барамидзе Давид занял второе место с темой деэкологизация населения. Информацию вы можете найти на сайте вот с этими работами. Меня зовут Елена Александровна Аликева. Я представляю общественную организацию «Российский Зеленый Крест». Здесь я являюсь директором информационного центра. И моя задача, в основном, наша задача, конечно, это информировать население, как у нас проходят работы с утилизацией химического оружия. Это очень серьезный вопрос, он специфический. Ученые, тут у нас уже этих вопросов очень много поднято, уже много написано работ. А наша сейчас задача, чтобы люди, население, особенно которые проживают в районах, где это происходит, они знали, как это проходит процесс и насколько он безопасен, самое главное. То есть вот это наша задача. Мы в основном занимаемся только информацией. Официальной информацией, той, которая дается. Естественно, мы собираем не то что какие-то тревоги людей, высказывания того населения, которое живет в районе, Камбарки. Камбарка, у них сейчас идет уже санация земли, у них уничтожение того оборудования, на котором было уничтожено химическое оружие. То есть все уничтожено, будут оставаться здания, которые не соприкасались никак с оружием. То есть пожарное депо, котельные, и будет проходить санация земли, только после этого будет передаваться это государству. Завод в Кизнере начал у нас работу. И сейчас все идет пока по плану, идет все, слава богу, хорошо. Я думаю, что не только я, вообще надеемся, что никаких ЧП не будет, что это 7-й, последний завод в России, что он точно так же спокойно завершит свою работу, как и все заводы на территории у нас страны.
И химическое оружие будет полностью уничтожено в России. А фона какого там вредного нет? Фона никакого вредного особо нет. Там проходят, там все время идут контрольные измерения воздуха, воды, почвы. Там у них фон, пожалуй, лучше, чем у нас в Ижевске, потому что у них, ну, чисто такие бывают, ну, например, в Кизнере у них очень много меди. Ну так это не от того, что вот сейчас там идет утилизация, а от того, что там было месторождение. Ну и добыча меди. То есть, а так, конечно, там идет очень серьезный мониторинг, он идет и военными, и нашими предприятиями. То есть, Потому что там санаторий есть, туда люди лечиться ездят. То есть как там грязь, конечно. Ну, Причем его ну, как, вот такой уже популярный довольно-таки. там не на один год учили. Так я знаю, Там не на один год учили на один год очередь туда. То есть вот такие. Скажите, а там сколько лет будет выпущено? Вообще по плану все оружие должно быть уничтожено к концу 2015 года. Как будет на самом деле, как будет, ну это от всего зависит, от многого. Во всяком случае, от поступления денег. В принципе, завод построен. Там совсем недавно была запущена вторая очередь. То есть, когда завод закончит все оружие уничтожать, какое находится на территории Кизнера, будет также проходить полностью А санацию. нового до поставок не будет уже? А откуда? У нас последний завод, последний арсенал в России. Россия любит березу, а береза охраняет здоровье. Во время войны мы чай не видели. Береза была у нас круглый год. И лечит, и поет, и греет. Самый жаркий. Очень мало надо топить, она жара больше дает все это дерево. Но я вот вопрос задавала насчет американских клена. Вместо американских клена я усадила самый первый черемуху, дикие яблони по улице, рябину, боярышник побольше садить и березы. И тополя тоже. Тополь защищает от пожара дома. Раньше так говорили. Но она горит жарко. Загорит, так и может и все подряд пойдет. Тоже опасность есть. И что ядовитый колоскужальный немец. Тоже с Германии привезли. У нас в Завьяловском поле растет. Я забыла, никак не вспомнила по-русски как. Колос ядовитый. Нет, это Да. Это борщевик Завьялово у нас здесь. Сосновского. Да. Борщевик Сосновского. Это не из Германии, из Кавказа. Ага. Вот я все нету на природе. Куда идти? На нижние низкие места идешь, там это ядовитый все окруженный. Такой хороший. Особенно катаракты, овчарку надо собрать. Что можно? Чан- Ну, как соберешь? Она опыляется в этом месте, растет. Тут же рядом речка, а вот опыляется в этом. Как? Осенью только ведь у нас цветет. И не каждый год. Вот нынче сухо будет, это уже не будет. И собираешь, поздний осенью, если дождя есть, она цветет до самого осени. Ну, очень боязно пользоваться, глаза копать. Лучше
собирай, холодной водой ополоснешь, высушишь, потом заваривай и пей. Пить тоже можно. А катаракту лечит только овчарка. Но кроме этого можно грибы ядовитые. Но если грибом этому мухомором на спирту делаешь, так самое первое лекарство. И лечит глаза. Он не лечит, поддерживает, не ослепнешь. Я вот не ослепла еще. У меня тоже давно уже, лет 25 уже катаракта. Да. Я еще без очков читаю. Их надо собирать, мухомор. И спиртом надо, мухомор не надо мыть. Когда собираете, глубоко надо копнуть, а там уже черви начинаются, там выбрасываешь, землю очень хорошо очищать, и сразу чистую сумку, и также сразу придешь и баньку, спирт заливай, пожалуйста, 50 на 50. Очень хорошее лекарство. Она лечит все. И рак лечит. А спирт-то какой? Водку надо было? Водку нельзя. Водка яд. Зачем водку лекарство делать? Если можно сейчас спирт, каждая аптека даст тебе за это. Я аптека 95% я коробками покупаю. Это очень полезно. Любой, но мухомор, одним мухомором на спирту нельзя, если пить, рак лечить. Особенно раком лучше улечить. Рак, остеохондроз, или у меня гангрена была, и инсульт, и инфаркт. Просто как я мажусь. Я не пью. Этим только я спасаю себя. У меня ноги ампутировать хотели. Вот 2 года уже на учете я стою ангиохирургии. Вот 50 на 50 лечимся и живу. Так сами профессора, хирурги так и говорят. Ну и в заключение я немного расскажу о тех материалах, которые представлены у нас на выставке. Наша выставка называется «Чистый город, чистая планета», то есть если будет чистота, так сказать, в своем доме, то и будет чистота на нашей планете. А на самом деле наша планета очень маленькая, очень уязвимая. Первый раздел выставки «Экология большого города. Проблемы и пути их разрешения». Но здесь книги в основном о том, как взаимодействуют человек и природа и какое негативное чаще всего оказывает влияние деятельность промышленных предприятий, деятельность самого человека на экологию окружающей среды. Вот книга известного ученого, да, «Социально-экологические проблемы развития городов России», и в ней как бы дается общая характеристика о той ситуации, которая в городах России. Ведь городское население – это 73% от общей численности населения. И естественно, что больше всего людей в городе, отсюда и проблемы, связанные с мусором и с прочими отходами жизнедеятельности человека. Но, тем не менее, мусор является как бы такой проблемой, которая влияет и на изменения не только на Земле, но и в океане. Вот здесь в журнале «Гео» есть интересная статья зарубежных экологов. Они пишут, что природа имеет одно постоянство, она постоянно изменяется. Появляются новые виды, новые растения, какие-то другие отмирают, исчезают по тем или иным причинам. Но мусор – это такая, говорит, вещь, которая не изменяется практически нигде, но она оказывает изменения на всю природу, на весь земной шар. И когда снимки из космоса поступают, ученые задумались, а что же это за новый остров у нас образовался в Тихом океане? И когда поближе уже рассмотрели, и была выслана туда экспедиция, оказывается, это просто
сбившийся пластиковый мусор в такие большие острова, там за счет каких-то вихревых течений это все сбивается, образуются уже целые острова вот в мировом океане. То есть настолько пластик, он не разлагается, никуда не исчезает, а вот видите, уже целые острова создаются. Ну, точно так же на нашу атмосферу влияют химические загрязнения, транспорт. И действительно сейчас ученые борются с тем, чтобы транспорт, двигатели автомобильные и были как можно лучше сделаны, чтобы они были экологически безопасные. Но здесь вот в книге о воде, да, вода, и всем уже известно, что вода – это жизнь на земле, да. Очень легко очистить воду от физического загрязнения, от физических примесей, но очень сложно очистить воду от химического загрязнения. И о том вот в журнале ЖКХ есть статья Жукова, да, статья так и называется «Качество воды – индикатор уровня жизни». То есть вот какая у нас вода в наших квартирах, вот от этого, значит, если вода качественная, то значит и город живет, да, да. А если вода не очень, то... Но здесь вот ряд книг представленных именно по химразоружению. И в заключение этого раздела несколько книг об экологическом воспитании, просвещении. Кто заинтересуется, посмотрите, пожалуйста. Следующий раздел – это управлением отходами и незатвердыми бытовыми отходами в городской среде. Ну, естественно, промышленные бытовые отходы, их характеристика. И вот такая интересная книжечка, да, Катрин де Сельги, французская ученая, эколог, «История мусора». Вот, она описывает всю историю мусора от средневекового города до нашего времени, да, о том, что в средние века, в принципе, мусор в городах, он был, так сказать, более такого органического содержания, но города были очень грязные. Если вы смотрели какие-то фильмы там о рыцарях или еще что-то, то видели, открывается окно и с криками «Поберегись!», выплескивалось все на мостовую, и очень было сложно перебраться с одной улицы на другую сторону улицы, не имея лошадь. Вот. Ну, в общем-то, вот такая интересная, забавная книжечка. У нас же на территории нашей Российской Федерации действует более 1000 полигонов, куда свозится мусор. Фактически мусор у нас не сортируется, как вот он есть, в один бак, все сваливается. Вот, а по площади, да, все санкционированные и несанкционированные свалки, они занимают территорию, как подсчитали в дотошной статистике, да, они занимают территорию, превышающую площадь 4 Кипром. Вот площадь вот такая, все под мусором. Вот, ну, здесь тоже статья в журнале «Жилищно-коммунальное хозяйство» о том, что мусор все-таки должен быть более экологичным, который можно потом его переработать. Вот. Книга тоже интересная, «Отходы к доходу». Здесь даже проекты, что можно как организовать какую-нибудь поточную линию и из отходов твердобытовых делать какой-то, либо там перерабатывать пластик. В общем, здесь несколько проектов есть. Вот. Ну и здесь, естественно, вот как борются на промышленных предприятиях все эти книги. Следующий раздел нашей книги – это «Город для комфортной жизни. Экологическое состояние территории России, в том числе и городов». Вот интересная книга «Города мира». Вот. В ней дается краткая характеристика жизни в крупных городах всего мира. И как подсчитали ученые, наиболее все-таки приятные с экологической точки зрения для людей города, это все-таки города Скандинавии, Осло, Стокгольм. В центральной, значит, Европе это Цюрих, Вена, Копенгаген. Вот, ну, к сожалению, российские города туда не попали. Вот. Ну, здесь также ряд статей о жилищно-коммунальном хозяйстве. Интересная статья, что освещение – это тоже один из показателей доходности, благосостояния города. Если, говорит, освещена только центральная площадь и центральные улицы, а где-нибудь там в таких вот, на окраине можно вообще ногу сломать или попасть непонятно куда, то это уже говорит о том, что город бедствует.
Вот, переработка воды, гигиена водоснабжения. Ну и здесь ряд книг о городской экологии, градостроительной экологии. Очень интересная книга о том, что сейчас у нас, в принципе, все города Российской Федерации, они строятся очень быстро. Но строятся они без учета рельефа местности, без учета природных климатических условий, без учета розы ветров, господствующих направлений ветров. И получается, что город, он как бы задыхается в собственных же выбросах вот атмосферу промышленных предприятий. Вот здесь даже есть статья «Кто бы смог очистить город от смога». Вот такая интересная. То есть, вот, оказывается, ты не просто так взял и построил. Ну и последний раздел нашей выставки «Ижевск. Чистый город». Естественно, здесь книги о городе Ижевске, воздушный бассейн, природа, ну вот такая девочка, эколог юная. Вот. И здесь еще ряд книг, вот особенно вот у нас здесь, о том, какая все-таки же у нас вода, Ижевский пруд, родники,